Пилот аварийно приземлившегося вертолета «Робинсон» Александра Новосельцева накануне вечером доставили в Якутск. По словам медиков, пилот чувствует себя удовлетворительно. Лане Ильиной удалось пообщаться с выжившим. Выживший, иначе не назовешь. Александр Новосельцев, за судьбой которого следила в эти дни вся страна, прибыл в Якутск. Пилот, который направлялся 29 сентября из Среднеколымска в Усть-Неру и попал в метель, провел 3 дня в тайге. Ел снег и молился. Вы проголодались очень? Ну, нормально все. О чем вы думали эти 3 дня? Только о близких. Личный вертолет Новосельцева «Робинсон» попал в метель и совершил жесткую посадку в горах. Приземлился в подножиях склона. Когда в пункт назначения он не прибыл, начались поисковые работы. По имеющейся радиосвязи Александр объявил о том, что жив. Поиски начались сразу же, но погода не способствовала поискам. Как человек северный, он применил все возможные способы для выживания. Сжег мягкие вещи вначале, которые были на вертолете, грелся. Ну, я так понял, потом он в снегу там уже сделал нору и там выживал. Обнаружила его спасательная служба Центра Росавиации, но из-за погоды не смогли сразу забрать пилота. Вскоре подоспели на помощь добровольцы из села Сосыр. Они отогрели его и напоили чаем. Выходили на точки по GPS-навигатору и таким образом визуально нашли место падения. В каком состоянии он был? Ну, чуть похуже, чем сейчас. Сейчас немножко оклемался уже. Уставший, голодный, конечно. Чай хотел очень сильно. Он передвигался сам. В районной больнице оказали первую помощь. Наша больница, конечно, готова была оказать экстренную помощь пилоту, но, к нашему счастью, он прилетел в нормальном, стабильном состоянии. И наши доктора же сразу же в аэропорту начали осмотр пилота. Измерили давление, там сердце, все в норме было. И ни малейшего отморожения тоже не было у пилота. Пилот оказался очень опытным вертолетчиком. На протяжении 3 суток он сидел в упавшем вертолете и эвакуировался. Из снега и из материала вертолета сделал подобие палатки. И там же постоянно, говорит, он делал зарядки. Да? Засыпая, говорит, каждый через 15 минут, а потом начиная разминать, говорит, пальцы руки, ноги. Там, и, в общем, молодец он оказался, конечно. Но мы очень счастливы, все доктора, медики, да, что он оказался крепким мужчиной, то, что у него ничего такого нету. Он в нормальном, хорошем состоянии. Александр родом из Среднеколымска, и выживать в тайге ему не впервой. Ну, чтобы не замерзнуть, просто минимально спал, зарядку, растирание. Такое необходимое, чтобы не отморозить конечности. В жизни я не в первый раз, на самом деле, попадаю в такую ситуацию. На зимнике я же немножко и водитель, то есть был момент, когда также около 5 суток мы простояли под Сосыром, попали в метель и заглох двигатель. Ну, ребята-дальнобойщики также спасли. Семья Александра находится сейчас в Вейске. Супруга Елена и сын бесконечно благодарны всем, кто участвовал в поисках. Сам отважный летчик сожалеет о том, что вертолет восстановлению не подлежит, и думает о том, чтобы купить новый. Лана Ильина, Владимир Павлов, Якутск.